Уважаемые гости, повторяю просьбу всех подойти поближе к зоне буфета. Через несколько минут начнем. Can, здесь нет. Не должен.
То есть здесь устроены операционные.
участники и гости открытия выставки «Я не боюсь». Эта выставка уникальна тем, что в ней поднимаются вопросы творческого осмысления феномена страха. Экспозиция представит работы Союза художников Якутии, студентов Арктического государственного института культуры и искусств и других творческих деятелей. Экспозиция создана в виде синтеза классической картинной выставки и мультимедиа-технологий. Произведения живописи на полотнах, интерактивные иллюстрации, художественные арт-объекты. Выставка представит три зоны: сумерки, ночь, рассвет. Сумерки – место встречи человека со своими переживаниями. Ночь – здесь посетителю придется ответить на самые сложные вопросы, обнаружить свою силу и найти путь к умиротворению. Рассвет станет отражением внутреннего спокойствия. А сейчас слово для приветствия предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады снова видеть вас в историческом парке. Исторический парк, как и все учреждения культуры, с радостью отмечает, что наконец-то наша эта проблема глобальная сходит на нет, и мы возвращаемся к нормальной жизни. И то, что сегодня, этот день, мы посвятили историческому парку, говорит о том, что у нас здесь проводятся интересные мероприятия. Действительно, форматы, предлагаемые нашим учреждением, форматы работы, они очень разнообразны. Это и выставки, это и мероприятия самого различного профиля в сфере культуры, в сфере просвещения, образования. И сегодня мы открываем художественную выставку. Выставку, которая необычная, которая соединяет как классическое художественное искусство, так и современные форматы, с использованием нашего технологического ресурса, поэтому у нас и компьютерные технологии, мультимедиа, более полно ощутить то, что нам нравится продавать наши творческие люди. А в данном случае наши художники, вот сегодня мы увидели прекрасное выступление студентов IT. Это прекрасный нам возможность сейчас ощутить, насколько у нас прекрасное творчество подрастает поколение. И вот на этой выставке представлены работы молодых художников, более опытных художников. И это чудесная возможность увидеть поданное нам особо. Я всех поздравляю с этим событием, желаю интересной выставки. Я бы хотел от имени нашего коллектива выразить сердечную благодарность ректору Арктического государственного института культуры и искусств Согласие Семеновне и Ольге Афанасьевне Скориковой, председателю Союза художников Республики Саха-Якутия, с которой мы работали непосредственно с ее представителями Союза художников, с молодыми художниками, благодаря тому, что вы их всех объединили в этом проекте. И пожелать вам всех больших творческих успехов на благо, конечно же, нашей республики. Вот наследие народов – это подарок нашим жителям. Спасибо. Всем. Приветственное слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Левочкину Владиславу Валерьевичу. Проектов. Нет. Действительно, Нет. хочется сказать, я не Мне не боюсь. давали. Это очень актуальный девиз для нашего времени, которое наполнено очень значительными изменениями, событиями, к которым мы не готовы. И сегодня я узнал, что, оказывается, концепция была подготовлена еще осенью. Вот, видите, действительно очень актуальная тема, и я думаю, она очень талантливо воплощена.
Я думаю, что вот это событие на самом деле очень значимое событие в целом для жизни нашей республики, поскольку, конечно же, современному искусству, актуальному искусству нужно уделять тоже достаточно внимания с нашей стороны, со стороны общественности. И я думаю, что вот нашим молодым художникам, нашим молодым авторам есть что сказать, они знают о том, что говорить. И, конечно, нам очень интересно увидеть их работу. Я думаю, что каждый, кто посетит эту выставку, он сможет для себя что-то узнать новое и, может быть, осознать что-то, то, что есть в нем, то, что есть сейчас в каждом из нас. Замечательный проект. Это уже не первый проект по современному актуальному искусству. Я думаю, значимый такой этап, наверное. И в такой комплексной, большой, именно концептуальной выставке мы еще не видели. Еще не было пока таких событий. Вот уже как бы большое количество участников на открытии тоже подсказывает о том, что будет большой интерес в этой выставке. Я желаю всем посетителям ярких впечатлений, чтобы посетителей было как можно больше. Мы сейчас начинаем работать в том формате, в котором работали до пандемийном формате. И, конечно, у нас было время осмыслить нашу жизнь, осмыслить вот наше место в этой жизни и осмыслить вообще все, что происходит в этом большом мире. И вот как раз-таки такие выставки, они позволяют нам вернуться к нашей привычной жизни. Конечно же, искусство, оно позволяет нам высказывать то, что для нас актуально, оно позволяет нам преодолевать наши страхи, преодолевать наши стрессовые состояния. Искусство, оно лечит. И, конечно, очень я прошел уже по выставке, я вижу, что наши местные авторы, они не просто хотят эпатировать, они хотят делать действительно какие-то концептуальные, интересные вещи. Они хотят осмысливать то, что происходит в этом мире с помощью своего таланта и пытаются донести очень какую-то очень нужную мысль. И я хочу, чтобы мы все научились тоже этому, не бояться и научились ценить каждый миг сегодняшней жизни. В общем, всем желаю хороших впечатлений и, конечно, дальнейшего развития актуальному искусству, новых свершений. Думаю, что вот сегодняшняя выставка, она показывает, насколько это востребовано, насколько это нужно современному обществу. И я думаю, что таких проектов должно становиться больше, они должны становиться такими значимыми в жизни нашего общества. Спасибо. Приветственно представляется ректору Арктического государственного института культуры и искусств Сардуане Семеновне Игнатьевой. Добрый день, дорогие гости, посетители сегодняшней выставки. Как коллеги говорили, действительно особое событие в нашем городе, в нашей республике. И я очень рада, что наш институт, Арктический государственный институт культуры и искусств, стал соорганизатором этого большого культурного проекта. Спасибо автору проекта Сергею, который сейчас только здесь был. Да. И на самом деле, когда идея появляется, и появляются люди, которые поддерживают эту идею, это самая главная причина, наверное, большого успеха. И я хочу отметить, что, конечно, мы живем в очень интересное время, возможно, и сложное время. Идут такой так называемый цивилизационный перелом, меняется, возможно, и миропорядок в мире, да, и в этих и пандемийный такой процесс был тоже для нас стрессовый. И в этом контексте, конечно, философия, сама идея проведения этой выставки, на мой взгляд, очень актуальна. И я сегодня вижу очень много молодых людей, которые пришли сегодня посмотреть, посетить эту выставку. Это говорит о том, что интерес
творческая сила нашей молодежи, она настолько сильная, что мы, конечно же, привлекаем в свою сторону позитив, добро, красоту. Но и в то же время мы всегда люди боялись через страх. Страх – это очень сильная эмоция, конечно же, да? И через страх люди и выживали, и побеждали. И поэтому, конечно, ну и по Аристотелю страх – это один из очень сильных инструментов, технологий, процессов психотерапевтических. И в этом контексте, конечно, я очень рада, что наши студенты кафедры живописи и графики, кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства сегодня участвуют, становятся представителями частью этого большого проекта. Это говорит о том, что наша молодежь очень вдумчивая, думающая. И мы сейчас увидим, насколько это эмоционально сильная выставка, да, в плане восприятия. Ну и мне кажется, что мы много, там очень сильные эмоции, но в то же время оно приведет нас к тому, чтобы быть более спокойными, более адаптироваться к этой ситуации и продвигать самое главное добро и счастье в этом мире. Я поздравляю всех организаторов, ну, в том числе, конечно же, Союз художников нашей республики. Ну, мы, конечно, в последнее время ощущаем, что концептуальное такое действие, что ли, концептуально-событийный ряд, который вот сейчас продвигает Союз художников, это, конечно же, с учетом потребностей общества, с учетом потребностей молодых людей, которые видят совершенно по-другому этот мир. И воображаемое то же самое сейчас у молодых людей. Разные поколения, вот мы сейчас тоже обсуждали, да, и я думаю, что это будет всем вам и нам очень интересно и будет иметь очень хороший стимул, мотивацию для того, чтобы мы жили, чтобы мы творили, чтобы мы с вами развивались. Успехов всем, удачи. Спасибо. Приветственное слово предоставляется заместителю проректора Арктического государственного института культуры и искусств, профессору, кандидату искусствоведения Анне Петровне Григорьевой. Добрый день, дорогие гости. Я не боюсь, это некий такой, можно сказать, манифест нашего времени. И надо сказать, что на самом деле эта выставка готовилась давно, еще в прошлом году. Возникла она от тех особенностей, ситуаций, которые начали складываться еще в период пандемии. Поэтому ребята скооперировались вот в такую группу, привлекли студентов. И получился такой очень интересный коллектив, который обратился вот к идее страха. И вообще, с точки зрения развития нашего искусства, это одна из первых выставок, которая вообще посвящена феномену страха. Это совершенно необычный подход, потому что мы видим, как художники интерпретируют свои переживания, как они представляют их в произведениях искусства. Очень хотелось бы мне поздравить наших студентов, молодых художников, потому что впервые тема страха поднимается вот на такой уровень и на уровне вот такой очень прекрасной, красивой экспозиции. И еще бы хотела отметить, что чисто с точки зрения экспозиции, благодаря возможности исторического парка, эта тема настолько полно открывается, что я в
полном восторге. Я совершенно не видела эту экспозицию, но придя сегодня сюда, я в полном восторге от полноты работ, от глубины работ, от широты тех тем, которые представлены на выставке. Это и страх за свое здоровье, это страхи социальные, это страхи, которые связаны с нашими внутренними проблемами, да, то есть художники рассматривают этот феномен с разных сторон. Я вас всех поздравляю с замечательной, со знаковой выставкой. Приветственное слово предоставляется председателю регионального отделения Союз художников Якутии Всероссийской творческой общественной организации Союз художников России Скориковой Ольге Афанасьевне. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что наконец состоялось это открытие, это событие, которого мы так долго ждали, и что свершился вот этот совершенно необычный для нас опыт. Но, как всем известно, Союз художников обычно проводит выставки в гораздо более традиционном формате. Это классическое искусство со строго отобранными работами, выстроенными по строгим экспозиционным правилам и со строго отобранными участниками. И вот эта вот выставка для нас необычна, во-первых, своим составом, что подавляющее большинство участников – это молодые и будущие художники. Их работы количественно преобладают на этой выставке. Также эта выставка необычна своим большим форматом, потому что это огромное количество залов, огромное количество экспозиционного пространства, и справиться с этим, конечно, было нелегко организаторам, то есть сотрудникам «Россия. Моя история». И, конечно же, для нас было новым то, что это технический формат, то, что часть работ выставлены не вживую, как таковые картины, да, а их увеличенные изображения, что, конечно, принесло какой-то новый эффект. Они, например, эмоционально намного более сильно воздействуют на зрителя, чем порой, собственно, сама картина. Нам этот эксперимент показался очень интересным, и в дальнейшем мы бы с удовольствием пробовали свои силы, опять-таки, в новых экспозициях, в новых выставках в вашем здании. Также хочу сказать такую приятную новость, что этой выставкой заинтересовался региональный журнал «Изобразительное искусство» Сибири и Дальнего Востока и предложил подготовить информацию для этого журнала, что говорит о том, что вот эта выставка – это не просто какой-то такой мимолетный молодежный эксперимент, что это вполне серьезное событие в культурной жизни региона и России даже в целом. Я, конечно, бы хотела выразить свою благодарность всем, кто участвовал в организации этой выставки. Институт Сардана Владимировна сколько времени здесь потратила, да, студенты такие молодцы. Я понимаю, что всем некогда, все устают, и тем не менее каждый нашел в себе время и силы организовать себя и принять участие в этой выставке. Конечно же, самую большую благодарность мы испытываем к Николаеву Сергею Васильевичу. Это уникальный человек, куратор этой выставки, организатор ее. Я удивляюсь, как ему, да, давайте похлопаем ему, как ему на все хватило сил, энтузиазма, терпения. И он все время оставался в позитиве, корректный. С художниками не всегда легко общаться. И мы по своей традиции, Союз художников, хотели бы, Сергей, вручить вам свою благодарность. Также в знак нашего будущего плодотворного сотрудничества, не уходите, мы бы хотели вручить «Россия. Моя история» журнал «Изобразительное искусство», который посвящен искусству Якутии, тот самый журнал, который заинтересовался нашей выставкой. Вот это вам. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Маргарите Поповой, автору проекта КНДК. Добрый день, уважаемые участники. КНДК – это имя моей прабабушки, которую нашли в стойбище, полностью вымершем от оспы 200 лет назад. Эта история как раз об отваге, о страхе,
о том, как не бояться. И Кындыкан сейчас это творческое объединение. Это уже не лично моя история семейная. Это творческое объединение молодых энтузиастов, которые за нереально короткий срок, всего лишь меньше, чем за год, создали настоящий народный бренд. Мы создаем персонаж Кындыкан. У нас есть сказка. Мы покажем уже мультик 1 июня. Пройден большой путь, чтобы Кындыкан узнал весь мир. И тогда весь мир узнает Якутию, узнает наши таланты. Потому что такие прекрасные идеи, как сегодняшняя выставка, все, что творится в нашем уникальном регионе, это делается силами неравнодушных. И мы сегодня благодарим команду музея, Сергея, за то, что вы пригласили нас поучаствовать. И одна из наших акций, направлений нашего творческого объединения – это 100 картин. Мы приглашаем всех вас сегодня поучаствовать. 100 картин – это акция, посвященная нашим героям, нашим медикам. Мы рисуем картины, уникальную коллекцию из фотокаллистической краски. Это единственная краска, запатентованная, очищающая воздух. И эту коллекцию мы хотим к 100-летию республики передать нашим медикам в больницы, медицинские учреждения. Принимайте участие, ведь энергия, именно наша совместная, она творит чудеса. И сегодня я хотела еще, пользуясь случаем, наша акция бы никак не состоялась, и вообще Кындыкан бы не состоялся, да, как и многие другие идеи, смелые мечты, именно без тех людей, которые помогают. И куратором нашей акции стала молодая художница, модельер Айна Курц, которая за тоже очень короткие сроки помогла нам. И завтра Айна у нас улетает покорять новые вершины. Я бы хотела вас попросить всех поддержать нашу Айну. Айна, и тебе вручить. А завтра наш молодой талант летит в Москву, и мы хотим пожелать ей удачи, потому что у нее большой тоже путь, и она будет прославлять наш регион. И, конечно, Сергею, нашему автору этой прекрасной выставки, мы хотели бы вручить нашу сказку «Кындыкан», чтобы магия Кындыкан благословляла ваш творческий путь. Спасибо большое. Наша вступительная часть подходит к концу. Организаторов выставки прошу пройти в зал Рюриковичи, а гостей выставки прошу собраться у входа в этот зал.